Всем привет! За 30 лет государственной независимости в нашей стране развиваются все виды спорта. Одним из таких является волейбол. И наибольшей популярностью он пользуется среди девушек. И в связи с этим мы решили поговорить за чашкой кофе с игроками нашей женской сборной по волейболу. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала я бы хотела у вас поинтересоваться, как вы сами пришли в волейбол, как вы познакомились с этим видом спорта и вы поняли, что вы вот в этом виде спорта теперь надолго. У меня сначала сестра занималась, после этого у нас в общем в семье 3 девочки, и мы все трое волейболистки. Все трое? Все трое, да. Как бы двое они пошли, уже начали тренироваться, где-то полгода прошло, и мне тоже как бы захотелось пойти, посмотреть, что это за вид, чем он такой увлекательный, что мои сестры ходят до сих пор. Я пошла в первый день, это, знаете, незабываемый день, может быть, для меня, я его каждый год как бы отмечаю для себя. Да, у меня, например, такой для меня как бы, это может быть мой символ. Да, уже знаменательный, я его на самом деле каждый год отмечаю. Это было 15 февраля. Я пошла в первую смену, там девочек так много, уже так многие так хорошо уже тренируются, и я как бы начала тренироваться. Я пошла уже, закончилась тренировка, я пошла домой, у меня температура в первый день. Да, от того, что, может быть, я не тренировала, никогда не занималась спортом, да, как бы для меня это было очень как бы так сложно. И все равно я переборола вот это все, не посмотрев даже на то, что у меня в первый день температура была, все это, и я начала заниматься этим видом спорта. Я очень сильно болела, кстати, этим видом спорта. Не знаю, почему меня очень сильно этот вид спорта тронул, до такой степени, что я бывало, что школу могла пропустить, но тренировки нет. Это как раз о том, что мы говорили, затягивает, да? Да, когда самое тяжело начинать. А когда затягивает, потом тяжело из этого выйти. Потом затягивает далеко, глубоко. А у вас как это случилось? У меня как-то... Я не думала вообще так, что вот сидела. Есть бывают люди, которые говорят, что мне всегда этот вид нравился, и я планировала пойти. Да. У меня это все случилось спонтанно, абсолютно. То есть не как в Махпират? Нет. Вот пришли тренера, как вот сейчас даже на тот момент, и даже сейчас тренера в школу, и как бы пропагандировали волейбол, там, говорили о нем. То есть мы собираем секцию девочек, волейбол, приходите, вот такая-то школа, такие-то тренера, такие-то дни. Ну, я в такой интерес, уже одноклассницы тогда ходили все. И я тоже говорю, пойду один раз, посмотрю, что это такое. Для себя просто. Время есть, пойдем. Ну и начала заниматься, с одноклассницами ходила. Честно говоря, мне начало давалось очень тяжело. Я не знаю, в силу чего, но мне давалось очень тяжело, но почему-то не хотела даже прекращать. Потом случились обстоятельства семейные, что на начальном периоде я потом забросила. То есть я перестала абсолютно ходить. Так. Абсолютно перестала ходить, все, и как-то думала, что больше я не пойду. И вот на данный момент тренер наш является и тренер сборной, Тайгуншова Рухшона. Она тогда меня знала, что я девочка вот такая-то вот ходила и забросила. Потом она девочек начала, а Махпират еще и является соседкой моей, мы были поблизости живем. Она ее каждый раз уговаривала, говорит, принеси эту девочку. Но у меня был рост, как бы данные были для волейбола. Ну, по обстоятельствам перестала. И, видимо, она каждый раз ей напоминала, что вот скажи той девочке, пусть придет, пусть приходит на тренировку. И я каждый раз ее видела, но хотя не была с ней знакома, она приходила, говорит, ты же занималась волейболом, приходи, короче, у нас девочки все собираем, у нас так, начала тоже мне рассказывать, все так, это интересно. Я такая, хорошо, и как-то это тянулось. И в один момент я с ней пошла в зал, начала и тренироваться. Все-таки она уговорила. Уговорила меня, да, уговорила, и я пошла. И как-то началось так, получается. Да, с энтузиазмом начала, и как-то это понеслось, как говорится, втянулось. И очень сложно выбраться из этого. Для начала, конечно, тяжело, у тебя ничего не получается. Я говорю, что для меня очень было проблематично. Это как всегда. Первоначальный этап. Первоначальный этап для нее
я как помню, это Тяжело очень было. было тяжело. Мы Мне еще ее тяжело давалось всегда научиться играть. ее пальцы мы всегда говорили, ты как сосиски твои пальцы. Это мы- Почему? Я была как бы не более-менее так худее, чем они, но, может быть, Да. физическим данным, да? Ага. Мне поддавалось очень тяжело. Но как-то это меня не останавливало. Бывают моменты, что у детей вот не получается все, Да, не да, получается, да. они больше не ходят. То есть пока у меня не получится, я никуда не иду. А я когда, и, наверное, именно волейбол, что затягивает, это коллективный же вид, это же командный вид спорта. Именно коллектив. Самое первое, что тебя впечатляет, что тебя может затянуть, что может дать тебе такой толчок, чтобы ты остался, это коллектив. Ну там девочки, мы все такие, все на азарте еще, глаза горят, тренировки, у нас есть сила. И это меня затянуло, именно вот эта шумиха. Это именно которая во время Как тренировки вообще вот это этим вот заповедь. всем девочкам находиться, вот, ну, вы уже В одном коллективе? да, в Хорошо. одном коллективе. Ну, иногда-то есть такое же, ну, все мы, Очень девочки, знаем, тяжело. что это Особенно тяжело. девочкам, Да, да. За столько лет, сколько мы уже занимаемся этим видом спорта, и мы всегда в коллективе, у нас еще ни разу такого не было, чтобы кто-то из нас кого-то пожирал. Ага. Так как потому что у нас с девочками немножко как бы туговато. У нас очень мало девочек в плане того, чтобы кто развивается так быстро. И в шестерке как бы тоже так же слабовато. Из-за этого мы в коллективе, в нашей вообще с девочками, мы очень хорошо стараемся ладить, чтобы не ругались, ничего, ни у кого, чтобы никакой зависти, либо какой-то проблемы, либо кто-то на кого-то как-то... Мы стараемся это все как-то убирать вообще в команде. Вчера, когда я смотрела вопросы насчет волейбола, касаемо этой темы, я натыкалась на такой вопрос, что то есть люди спрашивают о том, что волейбол это женский или мужской вид спорта. И это довольно-таки популярный вопрос вот в этом вопроснике. Как вот вы думаете? На сегодняшний день мы как видим, что девушки во всех видах тоже продвигаются. Да. Поэтому Активные сказать, очень. чтобы это женский или это мужской, Вот считаю, вы что очень мы- правильный вопрос задали, потому что я вот даже сама недавно как бы смотрела сборную Россию. Да. Они также как бы играли, Гончаровой тоже задали такой же вопрос. Почему, короче, у мужиков больше как бы хорошей игры, нежели чем у вас? Она говорит, девушкам намного как бы сложнее играется. Мужики как бы у них есть сила, нежели чем у девушек. У девушек, например, мяч в воздухе может 2 минуты быть, 3 минуты. Как бы игрового момента у них побольше у девушек, а у мальчиков, так как сила, они как бы быстро-быстро начинают играть. Но это не... И также она сказала то, что, говорит, я, говорит, не знаю, почему считают, что как бы волейбол это именно женский, хотя волейбол это всесторонний также вид, не только как бы женский, это... Ну, тоже неуместно да. как бы разделить это на женский вид, Разделять это на- именно мужской вид. Ну, разве что только гимнастика. Ну, мне кажется, почему вообще возникает такой вопрос, потому что, насколько вот если даже я вспоминаю там свои какие-то школьные годы, да, дни, то у нас на волейбол не ходили мальчики. У нас они ходили на баскетбол, там пинали этот мяч в кольцо, забивали. Но в основном у нас этим волейболом занимались девочки. Нет, я вот, не знаю почему. насколько, и я вот тоже свои школьные годы помню, очень мальчики как бы горели желанием играть в волейбол. Также вот, например, сейчас в университете мальчики очень любят волейбол, играть вот именно вот говорят, дайте нам мяч, и мы пойдем играть в волейбол. А Я у не нас, знаю, например, у меня в школе, такого именно это- если взять по своему опыту, в школе я играла, но так-то я отличалась, потому что я занимаюсь как-никак. Потом такая бью силой, у парней такое восхищение. Потом давайте сыграем. А только для того, чтобы я, например, там понападала или посмотрела, да, и они потом, у них интерес. Наверное, из-за этого, если, например, в школах видишь, да, у кого-то, что какой-то красиво играет, потом Да. появляется интерес. Но я вот не могла бы разделить этот вид на женский или мужской. То есть он является именно женским, я бы не могла сказать такое. Ну вот смотрите, на сегодняшний день вы оба действующие игрока, что вы. Проходят соревнования, проходят мероприятия какие-то. Но несмотря на то, что данный вид спорта популяризирован, то есть он не нуждается в какой-то рекламе, но все равно каких-то определенных увесистых успехов
этот вид спорта пока нашей стране не дает? От чего это может быть? Ну, от чего можно сказать, это очень глобальная проблема для На данный тренеров момент. и вообще на данный момент, на самом деле, потому что смотреть игровые именно виды очень сложно. Для них нужна поддержка не только со стороны тренера, а со стороны, например, очень, ну, в плане финансово даже, можно сказать, сборы. Очень влияет, это очень большое влияние имеет на спортсмена. Сборы обязательно нужно проводить. Нужно хотя бы немного видеть своих, например, даже элементарно сказать, хотя бы своих ближайших как бы соседей, иногда с ними играть, чтобы, например, увеличить немножко свою игру, повысить, посмотреть. Когда ты играешь уже, например, выходишь за рубежом, да, например, за этот, ты уже начинаешь смотреть, ты уже видишь, как, например, они играют, и у тебя постепенно твоя же игра, она более улучшается. Волейбол это очень сложно в том плане, то, что невозможно сказать, чтобы вот иди тренируйся, вот тебе тренер, и все, достигай высот. Так не получится. Так. Нужны здесь, конечно же, ну, финансовые поддержки. Не один тренер нужен для игрока. Так. Врач, именно спортивный, психолог, который может тебя настроить на игру, либо элементарно просто иногда бывает, что переутомление, все это очень действует на игрока. Да, очень даже, потому что нужно немножко как бы отдыхать тоже игроку и восстанавливаться к игре. Даже самому Можно спортсмену. часами до ночи говорить Да. об этом. Я с чем согласна со своей напарницей, корня, если взять от корня. Для того, чтобы я сейчас буду затрагивать именно женский вид, потому что мужской, мы сейчас говорим о женском виде волейбола. Для девушки, чтобы она пришла в спорт, да, вот первое нужно разрешение от семьи, правильно? Для того, да, чтобы первый шаг сделать именно пойти в спорт, для девочки нужна поддержка в семьи нужна. То есть со стороны отца, матери, брата, сестры должна быть поддержка. Когда ты понимаешь, что у тебя есть поддержка, да, от семьи, ты спокойно идешь, начинаешь заниматься. У тебя нет препятствий. Это первый шаг, да. Это поддержка семьи. Второй шаг это, ну, естественно, тренер. Но на данный момент я смотрю, наши тренера работают очень добросовестно. То есть с каждым ребенком, также взять своего тренера, с каждым ребенком, который приходит в зал, независимости, да, она работает, отдает все свои силы, все свои знания для того, чтобы научить этого ребенка играть, да, для того, чтобы у него был интерес, для того, чтобы, может, этот вид завтра ему в чем-то помог. Третий шаг, это уже идет вот более такие проблемы, это финансовая сторона, чтобы тренер мог игрока обеспечить. Для начала хотя бы формы. Это же при этом ребенок приходит одевать красивую форму, вот даже бы сказать именную, да, фирменную. Конечно, он пойдет покажет, да, своему также соседу, там, другу, да, сказать, что я в такой форме играю. Это уже задает какой-то позитивный настрой, да? Позитивный настрой уже. Как, например, мальчика видят в футболе, они покупают майку под именем, например, там, уже знаменитого Месси или там другого игрока. Они же так их вдохновляют. Да. Также, например, и в волейболе, например, девочки, дать им красивую форму. Это плюс. Ты каждый раз, по мере возможности, их на соревнования выводишь. Например, не только внутри республики, да, там ближайшие страны, да, чтобы они увидели. Не говорим сейчас о результате. Все, это уже дает второй толчок девочек, да. Они потому что видят, расширяется мировоззрение. Они понимают, что этот вид им завтра даст намного больше, да, то есть они могут путешествовать. Одно слово путешествовать и столько энтузиазма у детей, например. А дальше уже потом, со временем, конечно же, кроме как поддержки семьи, идет поддержка со стороны также школы, где они учат, чтобы не было сопротивления со стороны школы, чтобы вы занимаетесь. Потом университет также не поступает, чтобы их почитали, их труд. Со стороны работодателей, чтобы это оценивалось. То есть вот ты занимаешься спортом, и тебя чтобы оценили. Вы вот как девочки, которые играете в национальной сборной, какую альтернативу вы бы могли предложить, допустим, чтобы вас сейчас услышали и сказали, давайте мы сделаем вот так вот, и чтобы завтра наши девочки пошли
грубо говоря, и заняли вот этот вот пьедестал. Ну вот, я могу сказать, как бы более так ясно, так как я сейчас на данный момент, как являюсь действующей спортсменкой, также я работаю тренером, то есть с детьми. С детьми. Да, с подрастающими я работаю с детьми. Я могу сказать одно, что очень тяжело работать с девочками, да? Очень тяжело их привлечь. Это один момент. А другой момент, тяжелее еще задержать их. То есть мы уже отбрасываем финансовую сторону, отбрасываем в одну сторону. Да? Говорим о финансах, это долго можно говорить. Финансовую сторону отбрасываем. Я бы думаю, что, вот, например, сейчас на своем примере я могу сказать, что у нас на данный момент в ближайшее время должны состояться соревнования, спартакиада, да, спортивные игры. И вот у нас есть группа девочек, у нас же в команде разного возрастов девочек попадают. Есть те, которые выпускники, то есть оканчивающие школу, среднее образование, и должны поступить в высшее учреждение. Так, на данный момент не все же спортсмены, которые занимаются, хотят поступить в физкультурный вуз, Да. правильно? А для спортсменов, которые получили разряд кандидатом на мастера спорта или мастера спорта, есть льгота для поступления в физкультурный институт. Есть льгота. Но не все же хотят поступить в физкультуру. Например, я играю, да, тренирую, но у меня образование, например, юридическое, да. Также у нас у девочек у всех разное образование, да. А у вас какое образование? У меня культуролог, а сейчас я еще и как бы учусь на втором образовании на экономиста. То есть вот совершенно параллельные области, да? Совмещаем. И вот и на данный момент у нас девочки, многие отпадают по тем проблемам, соревнования отпадают, что им надо поступать в вузы, а не готовиться к ним. Вот девочки у нас в мединститут готовятся, да, там в пединститут готовятся, для того, чтобы поступить в славянский вуз. И для этого у нас поездка, да, на соревнования. Родители отказываются, говорят, зачем мой ребенок сейчас будет, я сейчас его отстраню от учебы, от подготовки для того, чтобы он пошел сыграл. Ну, конечно, мы тренера понимаем, что мы можем предложить. Альтернатива какая? Она поедет, сыграет, приедет, а вдруг не поступит. И что? И что дальше делать? И винить будет в этом волейбол, Да, конечно. Поэтому я очень давно задумалась над тем, чтобы предложить, я не знаю, чтобы это узаконить, это взять нормативный какой-то акт для того, чтобы вот именно категории, можно сказать, кандидат в мастера спорта и мастерам спорта сделать льготу для того, чтобы у нас сейчас все проходит через единый центр тестирования, для того, чтобы человек, спортсмен, который поступает, например, в этом году поступаю, предоставил документы, то, что он является кандидатом в мастера спорта Республики Таджикистан или уже является мастером спорта республики, предъявите документы, например, там дипломы, те же, сертификаты, да, все удостоверение, что он действительно является, да, мастером спорта. И чтобы ему дали определенно хотя бы льготу балл, да, 50 баллов, да, там, или 60, неважно, 100, меньше, больше. Но чтобы это был какой-то плюс его работы. На завтрашний день, чтобы я ребенку хотя бы могла это сказать, да, вот ты занимаешься, мы должны занять место, ты получишь мастер спорта или кандидат на мастера спорта, и у тебя будет плюс при поступлении. То есть у тебя будет какой-то приоритет какой-то, да, вот. И родителями мы потом, мы же с родителями у нас в контакте, да, когда ребенок приходит, мы начинаем связываться с родителями, там, когда тренировка, во сколько, что и как, какой результат у ребенка. Чтобы могли сказать, что дайте возможность работать с вашим ребенком. Да, учеба это хорошо, надо учиться. Я не думаю, что вот спортсмен, который не учится, не имеет образования или глупость, что он может хорошо играть. Да, вот, абсолютно. Я могла сказать, что ваш ребенок завтра получит от этого огромный плюс. Я же не говорю, для каждого спортсмена, который занимается, пошел в тестовый центр, я спортсмен, ему отдали, да, вот. Ну и кандидатов-то не каждый получает. Кандидат, да, там есть очень сложно, степень, да, для того, чтобы поступать. То есть это по само которым ты собой не будут получаешь, все. да, по Правильно, которым мне ты кажется? получаешь этот статус кандидата в мастера спорта или мастера спорта. Я помню, когда только в 2014 году, как бы центр тестирования был, тогда говорили то, что если у кого есть вот мастер спорта, не КМС, а вот мастер спорта, то ему как бы автоматически добавляются баллы.
но при том этом то, что, например, учащиеся это знали, например, приносили, говорили, нет, такого нету. Хотя я не знаю, кто такие, например, слухи даже тогда и распространял, но как бы мы слышали вот так, потому что я сама в 2014 году заканчивала, и на тот момент я поступала уже, и как бы я предъявила свои документы, но мне баллы как бы не... Но это было Это все, наверное, были слухи, да, на уровне слухов, а так, чтобы это все было узаконено. Прям, так как этот центр вот, тестирования был, как бы для учащихся, то, что первый год, как бы они немножко начинают переживать, это все-таки как бы новое что-то для Таджикистана. И, например, за каждую, как, например, за все цеплялся, например, учащийся на тот момент, за все, лишь бы, чтобы хотя бы поступить. Потому что все-таки сложно понимать то, что первый раз мы как бы первые как бы поступающие через тестирование, и ты думаешь, поступишь или нет, это очень сложно было на тот момент. Потому что мы набираем детей именно с малых лет же, со школьных, там, с младших классов, и постепенно их обучаем. То есть уже готовый спортсмен, уже к окончанию школы, он уже готовый, да, игрок, который может дальше работать. И получается так, что из-за поступления, из-за учебы, из-за преград разных он бросает. Это же тяжело тренеру, тяжело команде. Это очень тяжело построить, слепить игрока, да, вот слепить спортсмена. Это очень тяжело. Обучить его все техники, дать ему физику. И в итоге, в итоге это все остается на нет. Поэтому, если бы был вот такой-то приоритет, сказать, чтобы оно тебе в будущем поможет, ты позанимайся, я тебя научу, от тебя только остается заниматься этим. Какими вы себя видите через некоторое время вот в этом же самом волейболе? Ваши успехи, ваше развитие, к чему вы должны вообще прийти? Мы смотрим на другие, да, как играют в других странах. Очень хочется к этому близко подойти, да, тоже на таком уровне играть. Я понимаю, это тяжело. Вот мне сейчас чуть-чуть, как она тогда говорила, мне сейчас чуть-чуть импонирует команда Таиланда. Почему? У них есть такие же, в том плане, что у них такие же физические данные, как у нас, как мы сказали, что волейболисты должны быть высокие. Как мы подмечаем, они такие же, низкие, такого же роста среднего, как и мы. Но у них получается играть так, что все те команды, которые с ними играют, им с ними тяжело уловить их, найти, да, их темп. Поэтому я сказала бы, что нам вот у них есть чему поучиться. Вот их найти, их образ, да, их стиль игры. Конечно, бы хотелось, знаете, уже выступить хотя бы раз на Олимпиаде, почувствовать, да, вот коснуться этого, да, вот коснуться вот этого уровня, да, вот ощутить эту атмосферу. Потому что каждый спортсмен, я считаю, что каждый, кто занимается для себя вот профессионально, то есть кто занимается профессионально, он мечтает об одном, чтобы покорить, да, в другой стране, поднять свой флаг, то есть, да, вот, достойно сыграть, поучаствовать на Олимпиаде. Я не думаю, что спортсмен, который занимается, он просто так, для того, чтобы просто провести время и для там, физического своего здоровья и все. Ну вот смотрите, были, если мы говорим о мировых соревнованиях, да, у вас были игры солидарности. В 2017 году, 2017. в Азербайджане. Да. Что там случилось? Подготовка. Все начинается с подготовки. Для того, чтобы команда, это же не одного человека ты ведешь, правильно? Это же не одиночный вид спорта. То есть, команды. Да. Там нужно подготовить всех 14 человек ты должен подготовить, правильно? Тут опять же встает сторона, финансовая сторона, и все остальные аспекты, да, вмешиваются. Мы должны были сделать сбор, как и должно было быть. Мы должны были провести сборы, то есть взять всех самых лучших игроков с нашей республики, то есть это тоже самая Сардийская область, Бадахшанская автономная область, в Хатлонской области и также соответственно в Душанбе. То есть отобрать игроков, сделать один состав, с ними поработать, провести сборы, а потом уже, соответственно, поехать на игры. А как бы у нас этого не получилось? У нас по определенным причинам. Да, по каким мы собрались, например, только в команде, в сборной участвовали 2 команды всего лишь. Только Горно-Бадахшанская область была и как бы со столицы девочки были.
И за 2 дня до отъезда мы всего лишь одну тренировку сыграли. Одну. Мы даже во время игры сплоченности в команде не было. Мы друг друга не понимали, потому что, например, там девочки из Горно-Бадахшанской области, у них, например, другой стиль игры, например, у нас другой стиль игры. Чтобы вот это все воссоединить, чтобы получилась одна картина, да, вот красивая картина, чтобы, ладно, игра пусть позади, но чтобы взаимопонимание даже было во время этого всего не было в сборной. Потому что за 2 дня невозможно собрать команду. Так как у нас даже поездка была неопределенная. То есть то да, то нет. Да. То есть Вы не знали точно? Да, точно мы точно не знаем, что мы поедем. Для того, чтобы показывать результаты, нужно побольше выезжать, больше поездок, больше игры. Конечно, если мы в 2010 году, наше старшее поколение, поехали на азиатские игры, 6 лет перерыва, в 2017 году уже другой состав вообще из молодых девочек, и сейчас у нас опять тишина. И сейчас потом поедут опять новые девочки, откуда они? Но, например, в 2017 году мы выступили, мы уже поняли, что это и как, да? Есть мельчайший опыт, да? А если бы мы еще через год поехали, еще раз бы сыграли, или в этом году еще бы игры, и вот так бы наигрались, естественно, я уверена, что мы бы смогли показать уже какую-то игру. Да, это точно, потому что вот даже когда, при том, что мы играли вот в исламских играх, помню, очень такой, знаете, для меня кураж, потому что я поймала, как бы блок поставила сборной Турции капитану как бы этого игроку. И я поймала ее блок. Для меня лично это было такое восхищение, то, что это, знаете, такой кураж, то, что ты как бы поймала как бы сборную команду Турции, капитана даже, можно сказать. Для тебя это очень восхищение. Если ты даже элементарно принимаешь их мячи, это уже для тебя один такой толчок, потому что это совсем Таджикистан и Турция, да, в плане игры, это вообще... А все из-за того, что мы не играем. Не играем. Это у них тактика игры. Игра вообще, это можно сказать, разные уровни. Разные слишком уровни. И мы ни в коем случае не принижать, почему мы не можем. Мы можем. Да. Почему наши не могут сыграть или выиграть? Так говорят, почему мы не можем? Мы можем это сделать. Но для этого нужно, говорю же, огромная работа нужно проделать. Огромную работу. И уже не начинать с нас, а начинать с младшего поколения. Вот именно с детей, которые сейчас на данный момент занимаются. Соревнования проводятся, что на городских уровнях, что на республиканском уровне, что разные кубки, вот кубок мэр города, да. Там кубок демократической партии, все разные, да, такие статусы соревнований проводятся. А желающие есть, люди играют, да, как на профессиональном уровне, так и среди любителей. То же самое поражает, что так большого шага так и не делаем мы, да, на пути к большому спорту, сказать. Вот этого шага именно большого мы не делаем, чтобы прорыв был именно. Я думаю, что это у нас со временем уже происходит. Как бы этот толчок все-таки уже, ну, мое мнение, мне кажется, уже оно уже дает себе толчок, потому что уже вот Кубок мэра, да, вот такой уже, это титулованный, это такой титул для, например, республики. Вот это все вот потихоньку, я думаю, что уже волейбол как бы дает какую-то, может быть, почву. Да, еще там уже с призом играют, там есть призовой фонд. И потом спортсмены уже, конечно, автоматически задумываются, ждут, а когда будет Кубок мэра города или там Кубок столицы, там, знаешь же, что там уже какой-то польза. Это коммерческая игра. Да. По-любому это интересно. Все равно, вот даже будет это, если коммерческая игра, но все-таки хочется этот титул себе забрать. Титул мэра города. Когда ты, конечно, играешь, ты не думаешь о каких-то призах. Да. Это абсолютно тебе в голову не приходит. Во время игры, в процессе соревнований ты не думаешь абсолютно ни о чем. То есть там какой там призовой фонд, на что ты играешь, даже чтобы там не поставили в приз. Просто думаешь о том, чтобы выиграть, да, вот. Самое главное это сначала выиграть, а потом, конечно же, призы, все остальные поощрительные. Волейбол раньше, он был каким-то, ну, тусклым таким, ну, все им болели, все это, но такой поддержки прям глобальной не было. А сейчас как бы для именно нынешней молодежи, мне кажется, что оно больше развивается. И как бы удерживаться вообще в любом виде спорта, я думаю, им надо, потому что сейчас для них будет очень много перспектив. Я очень рада, что мы с вами пообщались на эти темы, на действительно важные темы, которые
дадут на самом деле толчок к еще большему росту волейбола в нашей стране. Дорогие телезрители, а мы на этом с вами прощаемся. Желаем вам всего хорошего. Оставайтесь с нами.